А, Всем привет, ребята! Я недавно прочитал такую информацию, что Таджикистан в прошлом году занял первое место по притоку иностранных туристов. Так увеличился приток иностранных туристов на 190%. Вы подумайте, 190%. И это самый высокий показатель в мире, согласно оценкам Всемирной туристской или туристической организации UNWTO, то есть World Tourism Organization, примерно так переводится. И я думал, почему бы нам сегодня не пообщаться с иностранными туристами, с гостями и не узнать об их впечатлениях о Таджикистане. Добро пожаловать в Таджикистан, как Спасибо. вас зовут? Меня Павел зовут. Павел, вы откуда приехали? Ну, понятно, что Москва. с России, из какого города? Москва? Москва, да. Давно приехали? 4 дня всего. 4 дня. Где успели уже побывать? Ну, тут ваши гостеприимные и наши друзья нас успели тут уже повозить. На реку ездили, Искандер, вот этот, точнее, Искандер-Куль? озеро Искандер-Куль, да. Ага, ага. Я даже искупался. Только не понял, почему никто не купается. Ну, У уже вас так- холодно, для у нас вас это так уже тепло. холодно. Нет, для нас в самый раз. У нас Да, я обычно знаю. прохладнее летом. Я был в России, я это знаю. Ну, как вообще ваши впечатления? Вот первые Ну, приехали, как я вам? честно скажу, что я был сильно впечатлен. Мгм. Учитывая, что у меня были другие представления о Таджикистане, я особо не изучал. собственно. Давайте так, вот давайте не будем стесняться, какие у вас были представления и как они изменились. Ну, я думал, все проще намного тут, да, то есть, учитывая, что очень много таджиков, да, там работает там В в России. России, еще где-то там, у меня там на работе тоже есть Мгм. коллеги, можно сказать так, Мгм. вот. Ну, по крайней мере, сам Душанбе, очень красивый город, впечатлил. То есть я так понимаю, что Архитектура у и вас всё. были клишированные представления о Таджикистане, потом приехали и сразу Ну, поняли, что... я просто думал, да, что, учитывая, что народ едет постоянно куда-то работать за границу, Да, ну, да, да. видимо, работы нет. Ну, наверное, с работы не все хорошо, но как бы сам город, именно сама столица, конечно, очень ухожена, очень красиво. Сама страна Да. по-другому, да. Ну и плюс, ну я бы не сказал, то есть есть же свои плюсы, да, то есть я вон по аулам поездил, посмотрел, Мгм. вот, чистенько, аккуратно, ну понятно, что там нету фабрик, да, там работы нету, да, но люди там живут зато там, ну, свои плюсы, да, там чистая да. вода, природа, Да. там, вот мы ездили, там горы смотрели, вот, на это озеро. На ГЭС я вчера был, на вашем. Рагонская гидроэлектростанция. Нет, на М она называется. Нурек. Ну, которая вот недалеко здесь. Да-да, 100 Нурек, километров, Нурек. ой, километров 60, по-моему. Да-да, Нурек это называется. Да, вот на Э, ней я был вчера. Если вам рассказали или если вы уже знаете, на сегодняшний день в мире это самая высокая плотина. Ну, я читал. Да, строится следующая гидроэлектростанция, называется Рагун. Это будет еще выше вот этой плотины, которая находится в Нуреке, высотой 335 метров. То же самое высокое будет в мире. Не, супер. Итак, привет, как тебя зовут? Меня зовут Ричард, ребят. Его зовут Ричард, и я из Чехии, Чешской Республики. Все эти ребята из Чешской Республики. Кулер. Да, кулер. Это самое лучшее пиво в Таджикистане. Да, самое лучшее, но мы импортируем его из России. Когда вы приехали? 11 дней назад. Достаточно. А в каких частях республики уже вы побывали? Мы были в Фанских горах, мы альпинисты. А вы были на Памире? Нет еще. А вы собираетесь? Нет. Почему? Почему не в Памир? А у нас недостаточно времени. То есть вы были в Пинджикенте тогда. Да, ну расскажите о ваших впечатлениях. Это очень красиво, завораживающие пейзажи, красота просто вау. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Расул. Расул, очень приятно с вами познакомиться. Вы скажите, пожалуйста, из какой страны Я приехали? из Узбекистана, город С Уз- Андижан. Андиджан. Это получается северо-восток Узбекистана. Сторона ближе к Киргизии, Китай. Кыргызской республики. Да, совсем. Правильно. Значит, когда приехали? Вчера только. А где уже успевали побыть Мы в Таджикистане? побыли у сестры в аэропорту, Ага. в старом аэропорте. Вы уже ходили по городу, смотрели в Душанбе? Я не успел, только вот вышли в парк, дети. Вот. Я заметил, вы смотрели на карту. Что вы увидели, что обнаружили? Здравствуйте, вы откуда приехали? Я приехал с Канады. Мы эту страну любим. Как тебя зовут? Меня зовут Джордан. Ты приехал как турист в Таджикистан? Да, я как турист, как минимум стараюсь быть похожим на туриста. Ты говоришь по-таджикски? Нет, не говорю. Ни слова? Нет, ни слова.
только по-английски говоришь, да? По-английски знаю только салам алейкум. Ха-ха, салам алейкум, алейкум салам. Интересно. Ты давно приехал в Таджикистан? Сколько уже ты в Таджикистане находишься? 3 дня. Я был в горах на северной части страны, то есть Таджикистана, там ближе к границе Узбекистан. Да, я бы хотел узнать о твоих впечатлениях о Таджикистане. Да, там дороги, говорят, у вас 8 лет назад были в ужасном состоянии, сейчас их ремонтировали, и можно ехать спокойно, и для велосипеда это как раз таки отличные дороги. А ты из Пенджикента приехал на велосипеде? Да, так точно. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-нибудь трудности на дороге? Да, у меня были. В туннеле у меня были проблемы. Какие проблемы? Да там нет электричества, нет вентиляции. Я рассчитываю, надеюсь на то, что если какой-нибудь министр нас смотрит или соответствующие лица по туризму обратят внимание на вот эту мою просьбу, чтобы они решали вопрос по оснащению туннеля Истиклол и вентиляции. Потому что это очень опасно, на мой взгляд, и трудно проходимо вот этот туннель. Но кроме туннеля, все ваши дороги очень хорошие, прям европейского стандарта. Европейского, да, так точно. Я так понимаю, что не без нашего участия все это совместными усилиями когда-то строилось, а вы сейчас развиваете, молодцы. Подождите, что означает не без вашего участия? Не, ну я имею в виду, что ГЭС-то строили в Советском Союзе. ну до этого, да. Ну понятно. Всей страной большой, я вот к чему. Да, я вот здесь согласен, конечно. Была большая страна, Советский Союз, но, на мой взгляд, за 27 лет, 8 лет независимости сделано, мне кажется, чуть больше, чем за 75 лет. Может быть, Какая-то я так плотно просто не углублялся в историю Таджикистана, но сделано точно немало. Да, но в советское время сделано тоже было немало, нужно это признать, конечно. В целом у вас хорошие впечатления о Таджикистане? Отличные вообще. Да. Не Куда зря планируете дальше ехать? А я улетаю сегодня ночью. Ночью уже в Москву? Да. Как вам вообще цены, кстати говоря, вот интересно? Ну, честно, я удивился, что на рынке нифига не дешево. Вот, я имею в виду на сухофрукты Такие цены. же, кстати, то же да, самое, что в такие Москве. же цены, как и в Москве. Один Вы в знаете, один. с чем связано? Ну, пока не знаю, может, не урожай какой-то был. Не похоже. Вроде Как плохо это ловится. в Центральной Азии бывает, не урожай и все, да. Нет, мне кажется, я точно не знаю, но коль все вот цены такие, зарплаты низкие, цены высокие, значит мы готовимся к вхождению в таможенный союз, а цены там будут московские, и чтобы для людей это не было шоком, да, мне кажется, вот подготовка вот к этому идет. Раньше было все очень дешево. Ну, потому что, да, вот я сейчас с коллегой тоже пролетел. Ну, я, собственно, сам в Ютейре работаю. Вот. И он был 5 лет назад. Ну, во-первых, рынок был более восточный, скажем так, да, то есть такой менее организованный, но зато колорит присутствовал. И цены были другие. Вы были на рынке Мехергон? Выше. Название не знаю, но он сейчас в помещении находится. Да, Такой, раньше, красиво. как мне объяснили, он был такой... ну, не Зеленый стихийный, раньше как бы, базар такой. был. Вот, а сейчас это все цивилизовали. Ну вот и цены, я думаю, аренда тоже же повлияла. Правильно, за аренду же надо платить. Видимо, тоже в цене все это включается. Вы были только в Таджикистане вот в этом году или в других странах тоже побывали? Не, в этом году я был в Турции, вот, есть чем сравнить. Мне в Турции не понравилось, например, я туда больше не хочу. Давайте вот про отличия. Мы бы хотели вот работать, если где-то есть какие-то косяки, проблемы небольшие, или где-то можно развивать получше. Вот на это хотели бы обращать внимание. Вот отличия. Я могу только сравнить, да, там как Давай. что улучшать, это уж... Это уже и другой вашему вопрос. правительству. Да, не знаю, там просто, в Турции, во-первых, какой-то больше на Шанхай уже похоже, я был под Аланией там. То есть очень много народу, русских половина населения, по-моему, вроде из России уехал, туда же приехал, такое ощущение. Вот, и как бы по отзывам там моих друзей, там, да, я, в общем, ожидал большего, скажем так. То есть море, например, мне не понравилось, у нас в Сочи море лучше, или в Адлере, чем там.
Да, да. Вот. Действительно, я серьезно говорю. Вот, Вам не посмотри- кажется, что вот пропаганда внутреннего туризма вот в России тоже как-то плохо, что ли, организована, поставлена? Ну, у нас как-то Столько любят- красивых У мест. нас любят просто свое, вот обязательно надо вот обгадить. Не знаю, почему мне, например, нравится. В России я много где был. Я был Согласен, на 100%. Чукотке неоднократно. Ну, Крым. столько красивых мест тратил все деньги за рубежом. На Крым у меня вообще отдельные планы. Я хочу с семьей на машине туда поехать, потому что там вот, чтобы все Сейчас посмотреть, мост, там надо знаете, передвигаться надо именно на транспорте, там, на своем, чтобы лучше впечатление. Лучше, Ну, короче, я к тому, что у нас в России тоже хватает что посмотреть. И вот Согласен. даже Турция, например, меня меньше впечатлила, чем у нас или чем тут. Чем в Таджикистане. Да, здесь вполне Это комфортно. очень приятно. Люди вон все доброжелательные. Не знаю, вообще минусов особо не заметил. Ну, понятно, что они есть везде, да, там. Да есть Можно везде, углубляться там с работой, там еще чего. Цены в кафе, кстати, вполне нормальные, но не везде хорошая баранина, что меня удивило. Ну вот, все, вот это вот как В самых недорогих и неприметных хорошая баранина. А в таких пафосных пережаривают. готовят как-то по-своему. Пережаривают. Вот в 2 местах крайний раз ел, не понравилось. Но именно непосредственно то, что я ел, по крайней мере. Может, все остальное нормально. Как-то Ну, в так. целом позитива у вас больше, чем негатива в Да, вообще Таджикистане. отлично, я бы еще сюда приехал. Все, будем вас ждать снова. Спасибо большое. Спасибо. А ты был в Узбекистане? Да, я был в Узбекистане. Я был в Как там? Каракалпакстан. Да, в Каракалпакстане я был. А Самарканд, Бухара? Нет, я там не был. Я просто проездом на велосипеде. То есть, получается, ты из Каракалпакстана прямо приехал в Таджикистан. Да. Я был с другом, потом мы расстались, и я приехал в Таджикистан. Да, не путешествовал по Узбекистану, прямо приехал. У меня один вопрос. Какая разница? Так, давай, сейчас сформулирую по-другому. Какая разница между туризмом в Узбекистане и туризмом в Таджикистане? Есть какая-нибудь разница или все одно и то же? Ты знаешь, есть и хорошие вещи, и плохие, и здесь, и там. То есть в Таджикистане, в Узбекистане. Но я думаю, что у ваших стран потенциал очень огромный. Есть много чего. Вы можете развивать туризм, привлечь очень много туристов, тем более, что красивых мест очень много у вас. А, Да, положительная сторона Таджикистана — это дороги. Прям нет слов. Стеклянные. Да, и, кстати, я слышал, что Памирский тракт находится в плохом состоянии. Также слышал, что китайский президент Си Цзиньпин, по-моему, его зовут, он выделил $100 миллионов для достройки этой дороги. Я не знаю, кто выделил деньги, но я думаю, мы найдем деньги и построим Памирский тракт. Да, будет отлично, потому что это старая советская дорога, и как дорога будет в нормальном состоянии, думаю, это привлечет много туристов, тем более, что сторона очень красивая, как ты едешь по этому тракту, с двух сторон горы, река, на велосипеде. Да, так точно. А после Душанбе куда ты собираешься? Да, вот как раз таки собираюсь в Памир. Да, я только слышал о дорогах, что они не в хорошем состоянии в сторону Памира. То есть выходит, что туристы, которые приезжают в Таджикистан, едут обратно в свои страны и о своих впечатлениях делятся в социальных сетях, получается, да? Да, и это отчасти так, но и с другой стороны я сам читал
в интернете, что там дорога плохая. Да, даже если ехать на дороге, все равно сейчас говорят опасно. Но когда строят дорогу, это будет просто сюрпризом для всех. Да, конечно, думаю, рано или поздно это будет, но тем не менее желаю вам хорошего путешествия. Да, спасибо большое. А когда вы собираетесь обратно в Чехию? Сегодня ночью? Сегодня ночью? Да. А какие авиалинии? Уральские авиалинии. Это российские авиалинии, да, знаете? Да. Но вы, ребята, знаете, что у нас есть Самон Эйр, Таджик Эйр и другие авиакомпании, куда можете вы потратить свои деньги. Да, к сожалению, у нас нет прямого рейса до Праги. А что люди в Чехии знают о Таджикистане? Они знают достаточно или вообще ничего не знают? Или как вообще в этом плане дела обстоят? Знают очень мало о Таджикистане. Но вы им расскажете о своих впечатлениях о Таджикистане своим ребятам? Да, конечно. Мы им скажем, что люди тут очень добрые, гостеприимные, и им стоит обязательно приехать в Таджикистан. Показал детям, что узнай, это дедушка Саманы, это самый такой дедушка сильный был. Очень Показал, сильный со да. своей империей, да? Да, да, Это, да. кстати говоря, первое... А столько местах он управлял тогда своим Да. временем. Да, да, да. Поэтому объясняю им. Так точно, правильно. То есть вы еще не успели? Да вот только зашли, Только вот сейчас будем ходить, смотреть. Ага. А как вообще вам первые впечатления о Таджикистане? Очень красиво. Красивая Очень, страна. очень красиво город стал. Ага. А что вам больше всего понравилось в Таджикистане? Ну, понравилось только еще вот с людьми общались, очень хорошие люди в городе. Хорошие люди, да? Да, спокойно, все вот. Еще думаем, что до вечера будем ходить. Обязательно. Да. Вы планируете только в городе Душанбе остаться и возвращаться обратно или еще? Нет, посмотрим еще. Еще собираемся, когда еще? Через неделю будем уезжать. То есть через неделю только уедете? Да. То есть достаточно времени, чтобы побыть Да, в другие места посмотрим. Таджикистана. Родственникам будем ехать вот в Ригар, Гисар будем смотреть. Заметили, что то же самое, что и в Узбекистане. Атлас, там, Да, да, здесь Тюбетейка, тоже, вот это всё. здесь Тоджик Атлас есть здесь. Я знаю. Близкие народы, видите? Да, вот Тоджик так вот. Атлас есть. Да. То же самое, одинаковые почти все вот наши. Сходства очень да, много. все сходится друг к другу. Здесь Да. таджик и узбек, я считаю, нельзя отделиться, потому что они были раньше, вот это время, вот карта В одном показывает, государстве. Я им показываю, вот Ферганас, видишь, говорю, вот. Мгм, Мы мгм. раньше одно место были, ты таджик, ты узбек, не было такой. Я думаю, что и до сих пор живем вместе, но вот последние 27 лет у нас были определенные расхождения. Да, Но это да, уже да. политика, мы об этом не будем. Да, Аллах, спасибо. Да, но вот это сейчас- президентом открыл дорогу, и сейчас всем лучше стало, легко Конечно, стало. конечно. Вообще Ведь просто. это же и вам, и нам хорошо, Да, и всем да, это да, вот да, приятно, очень видите? легко стало. Сейчас уже ездим туда-сюда. Правильно. Все, спасибо большое. Спасибо.